Доброе утро, дорогие мои друзья. Я надеюсь, оно у вас доброе. Вчера я не стала делать, в вчерашнем ролике я говорю, что у меня заказ, свадебный заказ я вчера приготовила и легла спать. И с утра, как говорила наша Мария, решила делать заказ с утра. Заказ пельменей, вареников, да и прибавилось у меня еще и галушки за это время. Будем сейчас с вами делать. У меня есть тесто, но из этого теста я буду делать галушки, а это сейчас замешу для пельменей и вареников. Значит, я смазала нашу дижу растительным маслом еще раз. 1,5 килограмма муки засыпаю, как в инструкции написано. Так. Включаю и поехали. Столовая ложка соли и 4 столовые ложки растительного масла и литр воды. Но, друзья, у меня мука немножко такая, что воды нужно поменьше, поэтому у меня тут где-то 900 грамм пока только воды. Мне еще нужно муку. Пока пусть это. Пока закроем. Так, ну вот, мне кажется, тесто уже замесилось. Я его даже оставила чуть-чуть побольше, чтобы в комментариях было, что вот надо было, что так. Дело в том, что когда крутится, нельзя тоже написано. Видите, это тесто уже лучше отходит, чем то, которое я в тот раз месила. Вот, потому что тут немножко у меня воды я добавила поменьше. И да, друзья, вчера у меня в комментариях было написано, почему вы тесто на лепешке тоже не замесили в этой тестомеске. Это тестомеска для тугого теста, друзья. Даже вот написано, что тестомес для тугого теста. Сюда не подойдет жидкое тесто. И тем более тесто на наши войнахские лепешки нужно лепить. Нужно месить руками. Тесто надо чувствовать, и его нельзя перемесить, его нельзя... Ну, короче, сами поняли, оно очень нежное тесто, и поэтому с этим тестом нужно работать вручную. Да и оно и несложно, его-то месить несложно, буквально 2-3 минутки только. А вот это, конечно, для пельменного, вареников, для такого пресного теста, это, конечно, просто шикарная вещь. Так, видите, быстрее сейчас отошло. Но когда машина работает, делать нельзя, написано. Вот именно вот как сейчас я делаю, вот так вот надо. Все, ну, тесто пока замешано, чуть-чуть попозже почищу. Сейчас я положу доску, и, видите, тесто очень хорошее, крепкое, тягучее. Вот такое мне и нужно для пельменей и вареников. Для мант еще ничего, можно, чтобы оно было не такое тугое, а вот именно для пельменей и вареников. Тем более эта мука у меня, ну, немножко, наверное, клейковина у нее нехорошая. От того, что немножко оно полежит, бывает, как его, ну, размягчается, расплывается тесто. Бывает же и такая мука. Может быть, оно, скорее всего, как его, свежая мука, может быть.
Так. Ну вот сейчас просто соберу в ком тесто. Даже собирать его сейчас не надо. Все, и месить ничего не надо. Я его сейчас просто положу в пакет. Оно немножко полежит, и потом его будет легче собирать, что-то с ним делать. Дальше, видите, вот пускай теперь оно... Все, даже не буду утруждать себя. Положу в пакет. И пусть полежит минут 15-20, пока я приготовлю начинку. Вот так вот. За это время уберу свой тестомес, почищу, уберу. Приготовлю себе место теперь для лепки. Ну что, тесто мое полежало. Фарш я приготовила. Пюре тоже. Так, если я стану с этой стороны, я, наверное, как-то не буду мешать. А то я вижу все время, пересматриваю, что я снимала. Вижу, что я загораживаю своими руками и собою экран. Так, ну вот так вот. Сегодня пока еще не очень жарко, но правда еще только 8 часов утра. Видите, ой, надо подложить что-то. Так, тряпочку. Так, позвонили. Ну все, видите, в принципе, вот какое тесто получилось прекрасное. Даже муки не надо. Я вообще люблю вот это вот пресное тесто мое. Так, где-то был скребок, ну ладно. Вот видите, прямо не тесто, а чудо. Так. Но теперь я поняла, что моей муке нужно немножко воды поменьше. И, мои дорогие, вы тоже смотрите, потому что вот пропорция 2 килограмма муки и литр воды все-таки не всегда получается такое хорошее крепкое тесто. Поэтому надо будет вот посмотреть уже по тесту. Вот. Сейчас отодвинула. Вот, хочу показать тестораскатку. Так, по-моему, да, видно. Угу. Не включила. Так, ну что, мои друзья, начнем теперь. Видите, оно прекрасно даже перемешивает тесто, если немножко что-то случилось. Просто я, оказывается, у меня было на более тонкое поставлено. Я забыла и пропустила. Поэтому сейчас перемешиваю это тесто. Видите, совершенно нет муки и не нужна она, походу. Так, интересно, видно? И теперь... Единственный минус, да, что вот нет риски, не написано диаметр. Чтобы сразу можно было по рычагу. Ну, я отметку сделала для мант, для пельменей еще не делала. Но если даже не на продажу, но дома много делается пельменей, вареников и мант, конечно, это классная штука. Вот где я купила тестораскатку, я все время путаю, где я купила тестомес, вот там даже есть тестораскатки, которые поменьше. Ну и, конечно, они по цене дешевле получаются. Так. Так, теперь немножко с другого ракурса.
Так, это маленький. И, друзья, наверное, я вот пока буду лепить пельмени, что-то, и буду с вами, наверное, о чем-то рассказывать, да. Дело в том, что я как-то начала, что как меня научила моя свекровь готовить, ну, лепешки, именно заниматься этим тестом. Ну и предысторию всего этого расскажу. Дело в том, что я, в принципе, ну, не сказать, что умела много, но умела готовить. Потому что, как я уже рассказывала, что с детства была практически одна дома. И, конечно, готовила для своей семьи, для мамы, чтобы облегчить мамин труд. Ну, не мамин труд, а мамину жизнь, как бы, да. Потому что она у меня работала на поле, звеневой, в колхозе. Сами знаете, что они в сезон от зари до зари на поле, поэтому с 12 лет, когда мне было 12 лет, уже вышла замуж сестра моя, и, конечно, все это легло на мои плечи. Единственное, что, друзья, я никогда не доила корову. Вот к корове меня мама не подпускала. Единственное, что вот у мамы больное сердце, иногда у нее бывали, что вот приступы сердечные. Вот тогда, да, еще, я помню, еще была, ну, наверное, мне лет 13, может быть, было, я точно не помню, сколько она была маленькая, не могла никак подоить корову. Мне отец показывал и помогал мне. Потом я вот так вот выдоить никак не могла. Потом он мне подсказал вот так вот доить. И представляете, я с тех пор даю вот так вот корову, прижимая сюда. Намного бывает удобнее дойки между ними вот так вот. И вот на этот палец прижимаю. Всегда теперь даю корову так. Вот он меня приучил, когда я была маленькой, что сил не хватало выдоить. И доила корову так. Вот такие вот дела, друзья. И дело в том, что у нас отец не любил еду из муки. Вот что бы ни было, ни эти пельмени, ничего он не любил. Он, знаете, как ел пельмени? Мясо вынимал, ел он, а тесто ела я. Лепешки не любил. Он ел черствый хлеб, чем съесть свежий, вот тот же ольк, который я вчера приготовила. Ну, вот такой был человек, не любил он это дело. И поэтому, ну, и сами знаете, если хозяин дома, если твой глава семьи не любит что-то, то это по-любому в семье готовится меньше. И у нас вот именно лепешки, именно мучное всегда было мало. Мама, конечно, готовила, но не так часто. И поэтому я как-то тоже не научилась это до замужества, не готовила ни лепешек, ни пирожков. Вообще этим тестом не занималась. Первый раз я его замесила в доме моего мужа. Уже. И как-то, ну, семья была у нас большая, когда я вышла замуж. Их всего, получается, 8 человек, да, 8 детей, но одна только сестра была замужем. А вот смотрите, 8, 6, 7 их, отец, мать, это 9, я это 10-я, получаюсь, да? Нас же много и так. И практически каждый день, если не в день по 2, по 3 раза, у нас всегда были гости. Но чтобы один день не было, ну, не обязательно такие гости издалека. Вот. То сосед зайдет, то двоюродный брат, то дядя, то... Потому что у мамы сестра жила у нас в селе, были двоюродные братья, приходили часто, и тетя приходила. Мне очень нравилось, когда у нас бывала эта тетя. Дядя мужа жил на нашей же улице, нет, кто-то приходил, соседка заходила. И поэтому, в принципе, вот в том селе, где мы жили, всегда было так вот. Люди, соседи, люди ходили друг к другу, и это было очень хорошо даже, понимаете. Ну, и к тому, что вот семья была большая, готовить надо было много. Ну и, конечно же, мне было 19 лет, когда я вышла замуж. По-любому, конечно, устаешь от всего этого. И когда я сильно уставала и мне не хотелось готовить, а у меня моя свекровь прекрасно готовила лепешки. Наверное, ну, если я скажу, кто-то обидится, может быть, но мне кажется, так хорошо лепешки никто и не готовил, наверное, в нашем селе, можно сказать. Ну, может быть, и готовили, но мне так показалось, по крайней мере. Она очень, очень хорошо готовила.
Вот именно из теста, лепешки, все это прекрасно готовила. И дело в том, что вот когда я не хотела сама уже готовить, когда я уставала, я просила маму уже, чтобы, ну, она приготовила лепешки как-то, да, вот как будто бы я хочу себе, даже молодой невесте-то не откажет. И я ее просила, чтобы она приготовила лепешки. Вот. И, конечно, она готовила. Ну, я не часто просила, но просила. Но этот номер перестал проходить уже через какое-то время, друзья. И как-то в очередной раз, когда я попросила маму приготовить пирожки или лепешки, я не знаю, что я ее просила, уже не помню конкретно. Она мне сказала: попробуй сама сделать. Я сказала: я не умею, у меня не получится. И, ну, в этом роде. Она показала, как это все делается. Я замесила тесто. Конечно, тесто у меня получилось крутое, не такое, как должно быть. И пирожки были... лепешки я не рискнула сразу сделать. Пирожки были, конечно, твердые, не такие, как должны быть. Но мне свекровь сказала: очень вкусные, очень хорошие. В следующий раз получится еще лучше. И вот все, с тех пор уже тестом пришлось заниматься мне. Конечно, я признаюсь вам честно, может быть, даже в течение года у меня были не те лепешки, которые должны быть. И не те пирожки такие мягкие, как должны быть. Это все приходит с опытом, друзья. Действительно, чем больше ты делаешь, тем бывает, получается лучше. Но вот так вот моя свекровь меня раскусила. Но она все равно нет-нет готовила. Я ее все равно просила, она готовила. Свекровь у меня была золотая женщина, умная женщина, понятливая женщина. Хотя у нее своя жизнь была очень сложной, трудной. Обычно же говорят, если жизнь свекрови трудная, то она вымещает зло на своей снохе. Этого не было. Она очень была понятливая. У меня там был вопрос, как, что она вам советовала насчет того, как быть сыном. Но таких советов, конечно, она мне не давала, там, как мне надо быть с ее сыном или еще что-то. Но вот просто человек был очень тактичный, очень умный. Сразу же, когда я вышла замуж, девочек, так как я сказала, у нас было много, она своим дочкам сказала: вы будете заниматься тем, что вы до сих пор занимались. Вот каждая чем занималась, то и будет делать. Ну, я имею в виду по дому. Кто там подметал, кто там убирал, кто что делал. Она возьмет с меня нагрузку, с ее, что кухня, короче, моя, готовка, все, кухонные дела были отданы мне. И поэтому у нас в семье не было такого, что вот сноха, и я должна делать все, что мои заловки ничего не делают и будут сидеть. Такого не было. Все мои заловки занимались, как и занимались раньше. Что они делали, то и делали. Вот. И это благодаря, конечно, моей свекрови. Вот я не помню, по-моему, 2 коровы было, когда я вышла замуж. Корову доила моя свекровь. Коров доила моя свекровь. Ну, конечно, я вставала утром, это однозначно. Она доила, она не пускала меня ходить туда доить. За это время я, конечно, и дома и что-то делала, все как нужно, там завтрак или еще что-то, или чай. Но это же раннее утро получается, потому что скотина была в стаде, уже в 6 часов надо было выгонять, поэтому вставали рано. Мне нужно было одеться, накраситься, причем не просто так. Она очень любила, что я вот за собой ухаживаю. Ей очень это нравилось. Вот коров выгоняла я. Получается, как будто бы я подоила их, да, перед соседями. Вот. И тогда был такой ритуал. Я уже рассказывала, по-моему, у нас сейчас, я не знаю, по крайней мере, у нас тут его нет. Ну, и соседей там много нет. И снох тут нет. В те времена надо было утром рано, вот у кого есть скот, а скот тогда был в нашем селе в каждой семье практически,
После того, как ты выгнала скотину, нужно было обязательно подмести во дворе и... Так, и, друзья, я так с таким энтузиазмом рассказывала о своей жизни первые месяцы, можно сказать, замужества, что не заметила, что мой микрофон был разряжен. И так получилось, что я много чего 10 минут рассказывала, а всего 4 минуты у меня записалось со звуком. Короче, пельмени я уже налепила, уже и обед, мы пообедали, а потом позвонила Танзила, что они тут недалеко стоят, торгуют помидорами. Решила им пирожки сделать, сделала для них пирожки, но они уехали раньше, чем я им послала пирожки домой. Ну, они уехали домой. Короче говоря, я все это сделала, поменяла свою одежду, можно сказать, не можно сказать, а поменяла, приняла душ, потому что очень-очень жарко, друзья. И теперь займемся варениками. Так, выпила стакан чаю, 2 килограмма вареников мне сейчас нужно сделать. Заказ я с заказчицей связалась и сказала, что заказ буду... Ой, что заказ буду делать... Ой, друзья, извините, ради бога. Что заказ буду делать поздно, потому что жарко. И спросила их, есть ли вероятность забрать заказ утром только. На что заказчица обрадовалась и сказала, что да, утром в 7 часов подъедет и заберет. Поэтому тот заказ буду делать намного позже. Сейчас быстро налеплю вареников. 2 килограмма это немного. И немножко отдохну. Благо дело, я все сделала, посуду помыла, все у меня сделано, куры замаринованы. И все сделано. Вот видите, теперь я нормально и не могу вспомнить, о чем же я говорила, да? Я вообще вошла в такой, можно сказать, азарт, рассказывала о своей жизни, вспомнила. Все-таки это были самые, наверное, такие счастливые, беззаботные времена. Вот первые времена, первые несколько месяцев замужества, это вообще было как-то вот... Но я, по-моему, там рассказывала, что у нас был, вот, ну, я просмотрела, на чем же я остановилась, ну, что я за неуклюжая такая. Я остановилась на том, что у нас подметали, обычно раньше подметали и во дворе, и на улице. И моя свекровь, знаете, что делала? Я выгоняла скотину, приходила домой. За это время она уже закрывала двор, подметала во дворе, а я выходила за двор и подметала перед двором, перед воротами. Потом мыла ворота, и у нас был железный длинный забор. Это практически через день, каждый день у нас мылось, потому что пыль накладывалась. Но это делали все. Делали все невестки, делали, если нет невесток, делали дочери незамужние, девушки. Это тогда было так заведено. Вот. А свекровь это моя делала так, чтобы вот перед людьми, перед соседями получалось, что и во дворе, и везде делаю это я, что вот я такая хорошая сноха у нее, что с утра пораньше все делаю. Действительно, она была очень хорошая женщина, очень понятливая, всегда... Вот, несмотря на то, что, может быть, я уже говорила один раз, но скажу еще раз, несмотря, что вот у нее была очень сложная жизнь своя, ну, со своей свекровью, она не была со мной такой. Она была очень понятливой и всегда была, можно сказать, за меня. Вот уже когда у меня родилась первая девочка, она всегда говорила, уже вот мы ужинали, все, иди со своей девочкой к себе, никакую посуду убирать не надо. Посуду будет убирать там младшая наша дочка, ну, Золовка. Вот. Вот такие вот вещи делала моя свекровь. Вот. Вот так мы жили, короче говоря, друзья. Она водила меня на все свадьбы. Обычно у нас как?
Есть очень много свекрови, которые своих невесток никуда не выводят, никуда не пускают, никуда с собой не возят. А моя меня просто вот первые, даже вот когда я вышла замуж, и первые мои выходы были, я помню, вот, нам не надо было в магазин, да, но мы шли в магазин, вот нас мама отправляла в магазин, чтобы люди увидели их сноху. Я ей очень нравилась. И она вот хотела, чтобы все соседи, люди узнали, что вот какая у нее красивая сноха. Вот, и мы частенько с заловкой ходили в магазин. Хотя моя заловка могла одна туда пойти, без меня. Ну вот, тогда было так. Не знаю, интересно ли вам, я вам немножко рассказываю об этом. Вспомнила все-таки сегодня. Не знаю, я, конечно, не буду, наверное, похожа на свою свекровь маму, но мне тоже бы хотелось, чтобы моя сноха меня понимала, чтобы я свою сноху тоже понимала и жалела. Тоже постараюсь, конечно, быть на нее похожей. Но вот. Так, опять у меня накладка получилась. Налепила вареник, как пельмень. Ой, включила немножко вентилятор, потому что хотя бы на маленькой скорости, то у меня очень жарко. Микрофон вытащила. То у меня перегружен телефон, съемка не шла, то микрофон, это что-то. Ну и вот моя свекровь меня брала с собой везде. И на похороны, и на свадьбы с собой, вот куда надо было, особенно к близким родственникам. И, короче говоря, друзья, вот у нас как? У нас же очень много, типа, ну как, ритуал, не ритуал, обычай. Такой, что вот как обслуживать нужно стол, что мужчин, что женщин, что мужчинам, что женщинам, с какой стороны подойти, какое мясо первым поставить, что первое поставить, хлеб или мясо, кому, с какой стороны, которые с двух сторон же сидят за столом, с какой стороны женщинам нужно подойти, начать с головы стола, с правой стороны. Ну, это очень много нюансов таких разненьких, да, которые очень хорошо замечают. И, конечно, надо было, чтобы не было ни одного замечания, что было плохое обслуживание. Во-первых, нужно, чтобы верх наш, подлива наша была горячая, бульон, чтобы был горячий, чай был, чтобы горячий. Блюда, которые подаются в горячем виде, это особенно мясо отварное, должно быть тоже горячее. И, конечно, за этим всем должна уследить та, которая обслуживает, будь то невеста, будь то девушка. Вот. И, конечно, этой девочке нужно быть, ну, этой женщине, девочке, невестке, этой должна быть очень такая шустрая, проворотливая, если хочет, конечно, заслужить, ну, хороший отзыв о себе. Поэтому, конечно, я тоже старалась. И мы приходили домой, и мама, ну, приходили домой, сидели за столом, свекр, мама, все, ну, девочки, короче, семья обычно. И обсуждалось, что, как, почему, и мама всегда говорила, Лейла взяла первое место по обслуживанию, поэтому вот очень, ну, все, мол, были довольны, все были так. Короче, ей очень нравилось, что... Ну и мне хотелось еще лучше быть, еще более проворотливой быть, чтобы и внимание родственников тоже, чтобы они обо мне говорили в хорошем качестве, и чтобы свекрови это нравилось. Вот так вот, друзья. Ну, не всегда, конечно, это получалось. У меня тоже было и много промахов, и много чего. Конечно, многое бы я изменила сейчас, но это уже поздно. Вот так вот, друзья. Вот такие вот дела. Тесто мне сегодня очень нравится свое. Видите, я вообще никакой муки не надо. Это просто чудо, что пропускаю через тесто раскатку, что леплю, как видите, никакой муки. Раз-раз и все, правда.
обветривает вентилятор, тесто надо быстрее или пленочку положить. Сейчас пленочку положу на них. Представляете, не умею делать ни пельмени, ни вареники, лепить сидя. Что мне с этим делать? Мне нужно или стул повыше, или стол пониже, наверное. Немножко бывает неудобно мне сидя все это делать. Как Мадина говорит, мама, тебе нужно купить стул, который вот бывает у барной стойки, да, высокий такой. Вот такой стул тебе нужно купить. Опять что-то с микрофоном.